Добрый день, дорогие друзья! У меня в руках книга, подаренная Светланой Валерьевной Винокуровой, дочерью нашего именитого земляка Валерия Афанасьевича Винокурова. Многие, наверное, знают, что Валерий Афанасьевич Винокуров был разработчиком ракет средней дальности противовоздушной обороны Советского Союза. Если говорить о биографии Светланы Винокуровой, то она родилась в городе Москве, закончила Московский государственный педагогический институт имени Ленина, художественно-графический факультет, долгое время работала художником-оформителем в научно-исследовательском институте, преподавателем в средней школе и также редактором всероссийского журнала «Школьный вестник» для слабовидящих и слепых детей. С 1991 года Светлана Валерьевна член Союза писателей СССР, который общеизвестно сейчас является Союзом писателей России. Многие ее рассказы, стихи печатались в издательстве «Детская литература», во многих журналах и газетах. Вот эта книга «Сказки о художниках», проект издательства «Белый город» города Москва, и сюда включены 4 сказки Светланы Винокуровой. Цель вот этого проекта – ознакомить детей младшего школьного возраста великими русскими художниками и их произведениями. И сегодня мы познакомимся с одной сказкой, автором которых является Светлана Винокурова. Итак, сказка о художнике и машине времени. Здесь пойдет речь об известном русском художнике конца 19-го, начала 20 века Илье Репине и его работе «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Вы, конечно, слышали про машину времени. Она может перенести человека в то время, которое еще не наступило, в будущее. Но и в прошлое с ее помощью тоже можно попасть. У художника Ильи Репина эта машина была. В разных временах и во многих царствах-государствах он с ней побывал, и даже в подводном. А появилась она у Ильи, когда ему 7-й год шел. Ту зиму он сильно болел. Так сильно, что соседи качали головами. Как носик-то заострился у Илюньки, сынка солдата отставного, не жилец он на белом свете. Незадолго до болезни подарили Илье краски акварельные. Жаль ему стало, что краски лежат неизрисованные, и решил Илья сестре Устье нарисовать картинку, пусть приклеит на свой сундучок. Принялся Илюша смешивать краски на листочке бумаги на палитре. И вот он, нужный цвет. Илюша сам его составил. Закружилась голова у него от такой удачи, зажмурил глаза и загудело в ушах, словно шмель рядом пролетел. Но откуда шмель зимой? Открыл Илья глаза, а он не на лежанке своей лежит, а на огромном корабле плывет. Далее рассказ о том, как Илья вместе с купцом Садко, а это был корабль Садко, путешествует по разным государствам и даже в морском царстве побывали. Долго плавали они в морях-океанах, и пока не добрались до казаков запорожских. Кошевой казачий атаман Иван Серко поднялся на корабль Садко, посмотрел на его товары и сказал: «Купим у тебя товары, купец, но сейчас нам надо одно важное дело сделать, а ты пока отдохни да перекуси». Казаки проводили Садко и Илюшу к столу под навесом, а сами уселись за соседний дубовый стол, врытый в землю. «Так, что нам написал на своем письме турецкий султан? Зачти-ка его письмо еще раз», – велел атаман писарю. Писарь прищурил весело глазки и стал читать. «Я, султан турецкий, брат солнца и луны». Толстый казак с рыжими усами усмехнулся. «Высоко забрался, как бы не зашибся-то, пока свалится с луны на землю». «Внук и наместник Божий», – продолжал читать писарь письмо султана, «владетель всех царств, властелин над всеми, никем не победимый, повелеваю вам, запорожские казаки, сдаться мне добровольно, и меня вашими нападениями не смейте беспокоить». Кошевой обвел казаков взглядом. «Казаки, вольные и гордые братья мои, коль ж хватило у султана дури и наглости требовать, чтоб мы ему ножки целовали, отпишем ему наш ответ». «Отпишем!» – закричали казаки. «Так отпишем, век помнить будет». Рыжеусый рявкнул: «Вот что, пиши, писарь,
Ты, шайтан турецкий, проклятого черта, брат и товарищ, какой ты рыцарь!» От богатырского хохота казаков спорхнули в небо птицы. «Не годен ты для того, чтоб христианских сынов иметь под собой, под своей рукою. Твоего войска мы не боимся, землею и водою будем биться с тобою», диктовал писарю атаман. Затем атаман сказал: «Хватит с него, надо письмецо закончить, как положено, число поставить, месяц и год». Голый по пояс молодой казак хлопнул писаря по плечу. «Напиши, что числа не знаем, бо календаря не маем». «Не имеем, значит», — сообразил Илья. Он во все глаза глядел на казаков. Видно, они с врагом будут биться так же лихо, как хохочут сейчас, сочиняя послание султану. «А месяц нынче какой?» — поскреб бритую голову молодой казак. «Строчи, писарь, месяц в небе, а год княжицы», — стукнул волосатым кулаком по столу рыжеусый. «А день у нас, какой и у вас, и убирайтесь от нас, а то отлупим вас». Довольные казаки отправили письмо с посыльным и накупили у Садко подарков для жен и детишек. Иван Серко, узнав, что Садко собирается плыть в Россию, попросил его передать в дар царю от запорожских казаков своего лучшего коня. Хотите узнать, где Илья Репин еще побывал, что повидал, кого повстречал? Посмотрите его картины и увидите.